Бульвар Нуржол астанчане называют водно-зеленым. Это одно из главных концептуальных решений известного японского архитектора Кисё Курокавы. Бульвар соединяет президентский дворец с творением уже британского архитектора Нормана Фостера, торговым центром Хан-Шатыр. Теперь перед испанским архитектором стоит задача накрыть водно-зеленый куполом. Свои наработки Сантьяго Калатрава пока представил лично Нурсултану Назарбаеву. Правда, сейчас местные власти и градоначальник столицы о стоимости проекта и сроках его реализации предпочитают не говорить. Пока идет работа над проектом, идут расчеты. Там участвуют в работе иностранные инвесторы. Пока работа не завершена, все детали сказать не можем. Но однозначно это будет за счет частных инвестиций. И для нас это как фактор не только какого-то архитектурного украшения, а создание большого количества рабочих мест, где будет очень много возможностей для малого и среднего бизнеса в части торговли, креативных индустрий. О том, что Астану накроет куполом, президент Казахстана впервые заявил еще в 2012-м. Затем в СМИ стала появляться информация о строительстве нового квартала под будущим куполом. И вот спустя 5 лет решено, что лето круглый год будет на бульваре Нуржол. Независимый эксперт Денис Кривошеев считает, что акимату Астаны прежде всего нужно навести порядок с уже построенными объектами. Мне кажется, что акимату города Астаны нужно задуматься над глобальной реконструкцией того, что уже построено. И изменением облика иногда крайне уродского зданий, которые мы видим в столице, и которые уродуют саму идею нового и молодого города, который когда-то предлагал президент. Тем временем астанчане считают, что городским властям не помешало бы решить экологическую проблему. В безветренную погоду Астану накрывает смогом. Машин-то сколько, с каждым днем прибавляется и прибавляется все это. Поэтому, наверное, а если ветер не был, вообще задохнули бы. Да, думаю, из-за смог, из-за частных домов, которые топят углем. Потому что много машин. Градоначальник столицы заверяет, проблему решают. Для этого даже приняли специальную программу. На ТЭЦ обещают поставить дополнительные фильтры. Коммунальную технику переводят на газ. Остается нерешенная проблема с контролем качества топлива для частных авто и газификацией частного сектора Астаны. Что касается природного газа, это большой проект, сейчас обсуждается правительством. Там сейчас разработано ТЭО, сейчас обсуждаются финансовые модели. Пока окончательно вопрос не решен. Когда, мы практически еженедельно этот вопрос обсуждаем. Владельцы домов в частном секторе отапливают жилище углем. Самые находчивые жгут бытовой мусор и даже покрышки от автомобилей. А жители соседних многоэтажек попросту задыхаются. Вместо того, чтобы обеспечить частный сектор природным газом, власти Астаны собираются инициировать поправки в экологический кодекс, который обяжет владельцев частных домов использовать только уголь определенного качества. Когда это произойдет, пока никто не знает. Как и не знают конкретных сроков, когда над бульваром Нуржол появится купол. Айнур Коскин, организатор Спанов. В настоящее время Азия, Казахстан, Астана.